Это новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Новые кислородные генераторы поставили в районные больницы республики. Насколько они облегчат процесс лечения от COVID-19? Строить автомобильные дороги еще качественнее. В Якутии начато изучение грунтов дорог республиканского значения. Любимцы республики белые медведи Колымана и Алмаз получили новые игрушки. Расскажем, как обитатели зоопарка Гортудайду готовятся к зиме. Президент России Владимир Путин поручил к 1 января 2023 года обеспечить перевод в электронный формат массовых социально значимых и государственных муниципальных услуг. Кроме того, Путин поручил правительству России разработать и обеспечить внедрение на уровне регионов и муниципальных образований типовых регламентов предоставления социально значимых услуг в электронном формате, в том числе с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг. Президент также поручил Кабмину принять порядок упрощенной выдачи квалифицированной электронной подписи для пользователей, имеющих учетную запись в специальной государственной информационной системе. По данным Республиканского оперативного штаба, за последние сутки в республике зарегистрировано 127 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 81, в Нюрбинском районе 6, в Мирнинском 5, в Алданском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Устьянском по 4, в Анабарском, Верхневилюйском, Тампонском, Усть-Алданском по 3. Проводится работа по выявлению контактных лиц и их изолированию. За прошедшие сутки в республике проведен 5391 тест на коронавирус. Летальных исходов от COVID-19 2. Целевой фонд будущих поколений республики доставил новые кислородные генераторы в районные больницы республики. Кислородные генераторы установили в центральных больницах Ленского и Алекминского районах, а также в Айхальской городской больнице Мирнинского района. Отмечается, что данное оборудование производимой мощностью кислорода 50 литров в минуту позволяет значительно разгрузить работу ИВЛ-аппаратов и обеспечить всех пациентов, нуждающихся в кислородной терапии. В республиканской больнице номер 1 откроется 100 дополнительных коек для больных коронавирусной инфекцией, из которых 20 коек предназначены для тяжелых больных. В настоящее время по республике развернуто 2238 коек. В Якутии 73 тяжелобольных, 24 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 49 человек находятся на кислородной поддержке, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Медикам с ноября будут платить стимулирующие выплаты в зависимости от отработанного времени. Для этого готовятся документы, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По словам министра, медики обращались в правительство для пересмотра формата стимулирующих выплат. По его словам, врачи считают, что есть новые подходы, которые соблюдают справедливое распределение в зависимости от отработанного времени. Мурашко также сообщил, что все стимулирующие выплаты для медицинских работников, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, поступают в регионы своевременно. Основная проблема, с которой столкнулись в районах республики, это отсутствие дисциплины среди населения. Какие меры профилактики коронавирусной инфекции в Усть-Майском районе проводятся медицинскими работниками, администрацией и общественными организациями? Об этом материал далее. Ситуация с коронавирусной инфекцией непростая. Идет рост заболеваний по всем регионам. К сожалению, это коснулось и нашего Усть-Майского района. Анализ заболеваний в районе свидетельствует о том, что COVID-19 завозится в район командированными в организации района из города Якутска, таксистами и отпускниками, а они через внутрисемейные контакты передают инфекцию дальше. Люди относятся безответственно к этой ситуации и подчастую не носят маски в общественных местах, в автобусе, в магазинах, в аптеках и так дальше. Центральная районная больница приняли меры по расстановке сил и средств, выделили отдельную специализированную медицинскую бригаду в составе врача, медицинской сестры и водителя. У нас на сегодня пока 15 вызовов, но сейчас еще передадут вызова регистратура и скорая. Очень тяжело, стоишь у калитки,
дождь льет, никто не открывает. Акции «Стоп коронавирус», профилактические мероприятия по соблюдению населением масочного режима в общественном транспорте в поселке Усьмая и селе Петропавловск проводит волонтерский корпус по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Усьмайском районе. Проведены рейды, мы посетили 25 торговых точек, были вручены памятки работникам торговли, как они должны соблюдать, да, все правила безопасности. Также мы раздавали памятки всем покупателям. Требования к населению остаются прежними – соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и личную гигиену. Должно быть ответственное отношение к окружающим людям, близким и родным. Без этого, надеясь только на медицинских работников и лекарства, победить коронавирусную инфекцию невозможно. Юрий Таюрский, поселок Усьмая. С началом введения ограничительных мер по республике в Нюрбинском районе одним из первых начал свою деятельность волонтерский корпус из числа молодых добровольцев. С начала пандемии в волонтерском корпусе отработало 147 человек. За все это время выполнено более 2500 заявок. К волонтерам в основном обращаются одиноко проживающие пожилые люди и граждане, находящиеся на самоизоляции в возрасте старше 65 лет. Волонтерами организована бесконтактная доставка продуктов питания и медикаментов, а также проводится профилактика распространения коронавируса. На территории Нюрбинского района с октября месяца волонтерский корпус возобновил свою деятельность в полном объеме. С прошлой недели возобновили работу по району. Так, заявки тоже поступают, но уже чуть поменьше, чем в марте месяце, если сравнить. И количество волонтеров у нас по городу сейчас 20 человек, например. По району у нас пока на данный момент 84 человека. В регионах, расположенных на вечной мерзлоте, могут изменить технологию строительства автодорог. По заказу Управления автомобильных дорог Якутии начато изучение грунтов 3 дорог республиканского значения – Умнас, Нам и Амга. Результаты исследований призваны в конечном счете изменить правила строительства автодорог. На нескольких участках дороги НАМ в мерзлых грунтах установлены датчики, с помощью которых наблюдается динамика изменения температуры, объем грунтовых вод. В 50 метрах от дороги на глубине 15 метров температура сегодня минус 2,9 градуса. На самой дороге датчик опущен на глубину 20 метров. Температура на разных глубинах отличается на 1, 1,5 или полградуса. Мониторинг организован на разных участках дороги. Это у нас второй ключевой участок данной дороги. Характеризуется по типу местности как террасовый, в отличие от первого. Первый был склонного, это террасовый. Здесь у нас имеет большое развитие термокарстовых процессов, вот они, озера с обеих сторон. Глобальное изменение климата сильно влияет на вечную мерзлоту. Верхние грунты постепенно меняют свои свойства, а это отражается на устойчивости дорожного полотна. Современные правила строительства не учитывают состояние грунтов. И буквально год-два наблюдений позволит нам сказать о особенности инженерно-геологических условий для того, чтобы дальше проектировать эти дороги с определенными, наверное, или новшествами, или с определенными моментами, как это правильно делать, в какое время, как подсыпать, где делать насыпи высокие, где это делать нельзя. То есть это нам даст возможность как раз правильно строить дороги. О том, что изменение климата необходимо учитывать при строительстве дорог, специалисты говорят уже больше 10 лет. И вот организованы первые исследования в этой области. Сегодня вот эти исследования, они должны расширяться. И я думаю, что на следующий год мы должны выйти на федеральный уровень и, привлечь федеральное финансирование для института, мерзлотоведения, чтобы вот эти исследования, в более широком охвате были по всем автодорогам Республики Саха-Якутия, по федеральным нашим дорогам и по дорогам местного значения. Мониторинг за температурными изменениями грунтов дорог НАМ, Умнас и Амга будет вестись 2 года. И его результаты должны изменить весь процесс строительства дорог на вечной мерзлоте. Юлия Михайлова, Семен Семенов. Новости, Якутск. Стало известно, что заслуженный тренер Республики и России по боксу Артур Пахомов скончался в возрасте 66 лет. Артур Пахомов родился в 1954 году в Нюрбинском районе Якутии, окончил Якутское педагогическое училище номер 1 и Якутский государственный университет. Он являлся старшим тренером Якутской спортивной школы Олимпийского резерва по боксу, главным тренером сборной команды Якутии и лично готовил титулованных российских боксеров Георгия Балакшина и Василия Егорова. Тренер награжден знаком отличия «Гражданская доблесть», нагрудными знаками за заслуги в развитии бокса и физической культуры в Якутии. Сегодня у нас большое горе произошло. Ушел из жизни наш тренер, заслуженный тренер
Российской Федерации, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия Артур Накенч Пахомов. Но вот так неожиданно после болезни ушел из жизни. Ну, я считаю, что это большая утрата вообще для спорта, всего спорта в Российской Федерации, ну и, конечно же, для спорта в Республике Саха-Якутия. Светлая память Артуру Накенчу. Новые игрушки получили любимцы республики белые медведи, Колымана и Алмаз. Радостную новость сообщили сотрудники зоопарка Артодайду. Подарок животным вручили опекуны всех белых медведей в стране, компания «Роснефть». Ну, нам повезло, все-таки состоялись, да? Но же видно было, нет, что уплыли, Новые игрушки уже второй подарок, который получают медведи. Только первые на пробу оказались не такими прочными, поэтому эти пришлись медведям как нельзя кстати. Тем более, что погода сейчас весьма подходящая для резвых игр. Новые предметы, они всегда обогащают среду обитания животных, да, в искусственных условиях, которые содержатся, помогают им развивать мышление, развивать свою моторику, двигательную активность. Поэтому для животных это, тем более таких высокоразвитых, как хищные млекопитающие, очень полезно всегда. Артодайду – единственный зоопарк, работающий в экстремальных условиях. Зимой зоопарк продолжает работать в прежнем режиме. Многих животных переводят в теплые вольеры. Ну а кого вы точно не увидите с наступлением холодов, так это бурых медведей. В отличие от своих белых собратьев, уже в ноябре хозяева тайги укрываются в импровизированных берлогах. Сотрудники зоопарка рассказывают, с августа по сентябрь бурые мишки активно наращивают жировую массу. Как говорится, отъедают бока. Тем не менее, к октябрю у них происходит спад активности и аппетита. Зоопарк подготовился к зимовке, корма все заготовлены. Вот, животные откормлены, да. Уже птицы все переведены в теплые вольеры, практически все. Вот, и остались еще у нас водоплавающие, они до октября, даже иногда до конца октября на озере плавают. По копытным тоже у нас все сено заготовлено, веточный корм заготовлен в достаточном количестве, да. Будем надеяться, что зима выдастся приятной не только для Колыманы и ее медвежонка. Тем более, что многие животные в Артодайду прекрасно подготовлены к зимовке благодаря пушистому меху и заботе сотрудников зоопарка. Саргалана Неустроева, Павел Пахомов, Хангаласский район. К этому часу пока вся информация. Мои коллеги продолжают следить за развитием событий.